Девочки, всем привет! Сегодня решила сделать галушки с домашней курочкой. Курица у меня уже варится где-то полчаса. Сюда же я добавила картошку. Когда картошка сварится, мы сделаем из нее пюре и добавим в жареный лук. Сейчас будем обжаривать наш лук. В разогретую сковородку добавляем подсолнечное масло и домашнее топленое масло, если у вас есть. Курица, правда, жирная, но без домашнего масла соус будет не такой вкусный. По-чеченски называется белым. Ой, уронила ложку. Еще скажу по секрету, я забыла включить газ, и сковородка у меня не разогревалась. Представляете? Задумалась, пока возилась с луком, с другими продуктами. Но ничего страшного. Переживем. Добавила лук. Нарезать можете, как вам больше нравится. Можно крупно, можно мелко. Я нарезаю средне. Сегодня еще думаю добавить морковку. Просто я ее почистила, думала, буду делать суп. Я решила сделать галушки. Но я была в гостях в Ингушетии, подружкина мама меня угощала очень вкусными галушками. Там лук был обжаренный с морковкой и добавлено было пюре. Просто я люблю больше густой соус, но я вам все покажу, девочки. Это очень легко и просто, но главное очень вкусно. Если будут гости, буду вообще рада, потому что готовлю много, мало готовить не умею. Тем более сегодня четверг, Эйрском виз, сахар будет. Так что, дорогие соседи, родственники, подружки, можете приходить к нам в гости. Тесто у меня, как всегда, закончилась память, чуть-чуть освободилась, снимаю дальше. Тесто у меня уже готово. Это обычное тесто, его делают на теплой воде, добавляют соль. И некоторые добавляют яйцо, я не стала добавлять яйцо. Соду не надо, тесто должно быть твердое. А сегодня я его еще сделала на горячем бульоне с курицы. Будет еще вкуснее, чем обычно, думаю. Лук пока обжаривается до хорошей золотистой корочки, чтобы не был как вареный. Для эксперимента решила добавить морковку. Я думаю, что будет вкусно, но необычно. Попробуем, что получится. Как говорится, будем посмотреть, не по-русски. Но почему-то мне кажется, что это будет очень-очень вкусно. Я думаю, что курицу надо варить дольше, чем обычно. Точно не знаю, но вот эти искусственные варятся прям за 40 минут, за час развариваются. А домашнюю, мне кажется, нужно варить часа полтора. Посмотрим по ходу. Девочки, какая она жирная, это ужас. Тут целый слой жира плавает. Наверное, придется перелить все в большую кастрюлю и разбавить чуть-чуть кипятком. Потому что такой жирный бульон пить будет невозможно. Тесто постояло минут 20, стало чуть помягче. Я его раскатала вот в такой пласт, толщиной где-то полсантиметра. Некоторые любят делать крупные галушки, я делаю средние. Сейчас все вам покажу и расскажу. Просто неудобно самой снимать и самой готовить, ну по-другому не получится. Вот такие у нас получились полосочки. Шириной, наверное, 2,5 сантиметра. Сейчас я их еще разрежу на тонкие полосочки и тоже вам покажу. Вот наши полоски. Будем сейчас их по очереди катать и класть на поднос, пока мясо, курица хорошо не доварится. Не знаю, как вам сейчас показать. Вот так мы их закручиваем. Тогда сюда попадает бульон и бывает очень вкусно. Можете варить просто полоски,
Но настоящие чеченские галушки делают вот так. У нас были замороженные галушки в морозилке. Всегда покупаю, оставляю на случай непредвиденных гостей. Если быстро надо что-то приготовить, отварил мясо, закинул галушки. Ну, конечно, домашние будут вкуснее. У меня на случай гостей всегда что-нибудь есть в холодильнике и морозильнике. Не люблю, когда люди ждут или когда нечего кушать. Всегда стол должен быть накрыт в любое время, да, Алмакур. Вот что у нас получается. Сейчас по очереди раскатаю все галушки. Тесто очень приятное на ощупь, наверное, потому что оно как заварное получилось из горячего бульона. Не сильно твердое, не сильно мягкое, как будто вот крем такой, не знаю, как объяснить. Ну, попробуйте, поймете. Есть у нас и машинка для галушек, но обычно все любят такие ручные, можно сказать, домашние. Руки у меня чистые, ногти очень короткие. Я не люблю, когда на кухне возятся с длинными ногтями. Но это никто, наверное, не любит. Для меня не гигиенично, кажется. Или потому что я медик, или вообще. Но 100 раз мою руки и всегда короткие ногти. Единственное, можно готовить, убирать в перчатках, но я не умею. Вот так присыпали поднос мукой немножко и положили галушки. Чтобы они не слиплись, чуть-чуть между ними должно быть расстояние. Картошка сварилась, сейчас сделаем пюре. Сейчас все перемешаем и добавлю сюда чуть-чуть бульона. Посолила и поперчила чуть-чуть еще. Наш соус готов. Можете сделать его густым, можете сделать его жидким, можете сделать чисто луковый, добавлять чеснок, как хотите, на ваше усмотрение. Я отдельно еще сделаю чесночный соус. Сейчас это накроем и закинем галушки. Наша курочка, думаю, уже хорошо сварилась. Вытащим его в отдельную посуду. Тоже накроем, чтобы не остыло. И буквально на 5 минут закинем в кипящую воду галушки и через 5 минут вытащим. Все, мясо вытащила. Нашу домашнюю курочку сейчас накрою. Закинула галушки. Буду помешивать и варить буквально 5 минут. Может, кто-то варит дольше, но я не люблю такие переваренные. Мне кажется, 5 минут вкуснее. Конечно, замороженные, может быть, минут 7-8 надо варить, а свежие 5 минут достаточно. Они и внутри провариваются, и сок остается, и не сильно такие мягкие бывают. Да, кстати, курицу, когда мама готовит, она сразу добавляет. Курицу я оставила в отдельной кастрюле, накрыла крышкой, потом сразу буду выкладывать в тарелку. Мама любит добавлять к соусу. Соус у нас в чугунной большой сковородке с крышкой. И так будет вкусно. Все, на большом огне несколько минут варим и достаем. Наши галушки готовы. Всем приятного аппетита. Мама себе добавила в бульон молока домашнего. Я не знаю, буду добавлять или нет. Вот галушки, вот наша курочка. Часа 2 я ее варила. Думаю, что разварилась хорошо. Маме сделала чесночный верон соус. Вот эти 2 экспериментальных. Всем приятного аппетита, девочки. Розю укрыла сера.